Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 26 января 2024 года, 19:59 по Берлину и 20:00 уже по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Так, где же был этот мой стрим? Так, тут я вас вижу, все отлично. Так, мы уже давно не виделись, хотя на платформе открытого диалога мы слышались. В связи с загруженностью Новый год закончился, начинается Новый год, работы много. Просто не успеваю. Поэтому, скорее всего, стримы будут с перерывчиками, но они будут продолжаться до победного конца, как говорится. Друзья, я вас всех еще раз сердечно приветствую. И, как обычно, начинаю свой стрим с сообщения от Генерального штаба Сбройных сил Украины. Я вас всех приветствую. Хамзат, Георгий, Асламбек, Андро и все, кто у меня в ТикТок. Стрим у нас, как обычно, идет в ТикТок и в YouTube. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. А теперь я вам расскажу, о чем нам сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки составили 990 террористов. Итого их цифра достигла 380 600 террористов. 8 танков за прошедшие сутки уничтожено, 16 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 1 сбита крылатая ракета и 20 автомобильной техники и цистерн уничтожено, и 5 спецтехники. Слава ЗСУ! Так, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Привет от КРКН. Анатолий, приветствую вас. Что такое КР и так далее? Анатолий, скажите, пожалуйста, расшифруйте мне, пожалуйста, эту аббревиатуру. Так, мне кажется, так лучше будет видно, чтобы мне не... Ва алейкум ассалам. Войнах чумелуок, шавига машвой. Так. Сегодняшний свой стрим я назвал «Надежд аут» под маской надеждоносца. Надежд аут, то есть никакой надежды нет. И такая мнимая, фиктивная надежда. Да? Много раз мы встречались в этой жизни, в нашей жизни, когда у нас не остается ничего, кроме надежды. И КГБшники решили подшутить. Подшутить, как обычно, со своим черным, коварным, жестоким юмором. Они выставили якобы кандидата в оппоненты, якобы президенту, якобы баллотирующемуся в президенты фашистской России, Надеждина. Есть такой чувак, Надеждин. Как мы знаем, этот Надеждин тесно, плотно связан с КГБ, с ФСБ, с Кремлем, депутат многократный, всегда не вылазит там со всех каналов фашистского ТВ, пропагандистского и так далее, и так далее. И теперь вот вам здрасте. Вот ему разрешили баллотироваться в президенты, собирать голоса там и так далее, и так далее. Помните, была дама одна, которая тоже якобы там дерзанула, подала там и так далее, ее сняли. Ну, может быть, она на самом деле дерзанула, но Надеждина почему-то не сняли. Хотя могли вот эту даму, забыл ее имени, и эту даму можно было, вернее, могли ее специально снять, чтобы показать, что они борются там и так далее, и так далее. И сейчас нам рассказывают, что какой-то Надеждин из ярых махровых имперцев, фашистов, ничем не отличающийся от Путина, ну, кроме того, что не он отдавал приказ убивать там сотни, миллионы, или уже миллионы, а так как минимум сотни тысяч людей. И сейчас самое интересное в этом во всем.
то, что так называемая либеральная оппозиция, которая здесь в Европе осела, финансируется, денег у них там много, Ходорковские, там разные другие казнокрады, преступники, которые фашисты, империалисты, которые находятся здесь в Европе, они финансируют, у них все нормально и так далее. И вся вот эта, ну почти вся вот эта либересня поддержала Надеждина. Все в России знают. Даже те, кто не занимается политикой, не говоря вот этих либералов, которых мы каждый день можем созерцать на YouTube площадках, все знают, что никаких выборов в России нет. И никогда их не было. Можно предположить, что в самом начале нынешней фашистской Российской Федерации были намеки на честные выборы. И мы помним прекрасно, что победили якобы тогда Зюганов и коммунисты. Еще при Ельцине это было в 96-м году, это было в 8-м, кажется, это было. Зюганов как бы не стал рыпаться, и выборы достались Ельцину. Но это, видимо, таким образом тогда пытались запугать Запад, что если вы не сделаете ставку на Ельцина, не поддержите Ельцина, то смотрите, наш народ болен коммунизмом, и он будет выбирать себе коммунистов. И вот сейчас нам пытаются кто-то сказать, что это какая-то выборная процедура в соответствии с законом, в соответствии с нормами, которые приняты в мире. Абсолютно это не так, абсолютно. Никакой надежды от Надеждина ждать не стоит. Это Надежда аут под маской надеждоносца. И все, кто поддерживает, кто занимается политикой и поддерживает Надеждина, ну, возьмем не всех, конечно, всех мы не можем взять, потому что люди есть разные. Но вот кого мы видим на экранах наших смартфонов, эти люди, вот эти либересня русская, которая здесь в Европе осела, они все имперцы. Вот кто поддерживает имперца, фашиста, русиста Надеждина, те есть имперцы. И задача их заключается в том, чтобы имитировать выборы, чтобы показать какую-то активность. Да, с нарушениями, да, там это, третье, десятое. Но был же оппонент, был же конкурент. Ну дали же возможность? Не дали. Никому в России не дали возможности. Ни русским не дали, ни тем более остальным народам не дали. Русские сами виноваты, что довели до этого состояния, что у них нет этих прав. И все остальные тоже не имеют этих прав, благодаря русским, которые не оставили прав ни себе, ни людям, лишая сперва своих соседей в правах, потом лишая своих соплеменников в правах, а потом сами оказались без прав. Вот к чему привело русское так называемое долгое запрягание, которое на самом деле никакое не долгое запрягание. Обычный страх, обычный животный страх, который испытывают русские и россияне от мала до велика. И никто не сможет как-либо на данном случае повлиять, ну кроме, конечно, американского бомбардировщика, повлиять на выборы, которых нет. Да, выбор уже сделан. В 99 году, еще в 98 году, когда еще дома взрывали, еще до того, как дома взрывали в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске. Как-то так, друзья. И вот эти люди сейчас, мы должны, я так считаю, наша задача должна быть подвергать остракизму, высмеивать вот этих либерастов, Ходорковских, там, Гудковых, Мутковых, там еще там куча людей, которые якобы поддерживают, не якобы, но они поддерживают на словах Надеждина. Все прекрасно понимают, что выиграет только Путин. И вот такая вот ситуация, друзья. Поэтому установка
имеется на остракизм и высмеивание русских либералов, которые изображают из себя каких-то борцов с Путиным, с режимом там, и так далее. Это смешно просто. Нет никаких борцов. Все настоящие борцы, они или в тюрьмах сидят в России, или бежали, ну и они точно не поддерживают Надеждина. И их не так много. Их не так много. Так, друзья, давайте перехожу к вашим комментариям. Давайте поговорим на эту тему и задавайте ваши вопросы. И, пожалуйста, распространяйте ссылку на наш стрим. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Шамиль, ты, как всегда, на посту бдишь. Зюганов выиграл, но продал Ельцину. Ну, может быть, Асламбек. Не знаю, выиграл или нет, да, такая тема шла, что Зюганов выиграл там и все равно отдал там туда-сюда. Знаете, мне кажется, вот сейчас мне кажется, что это делалось для того, чтобы, возможно, это делалось для того, чтобы запугать Запад, запугать американцев. Вот сейчас вернутся коммунисты и все. Давайте Ельцина. Потому что у Ельцина рейтинг был минусовой, война против чеченцев, ну и все остальное там и так далее, и так далее. И выбор был только коммунисты. Коммунистов на Западе боялись. Сейчас, правда, подзабыли их уже, но тогда еще страх присутствовал, что вот эта империя зла заново оживится, возродится. В государстве, где конституцию меняют как хотят, априори не могут быть нормальные выборы. Ну, конечно, если конституцию, основной закон не соблюдают, то, конечно же, о законности быть не может и речи. Надеждень, последняя надежда на сохранение системы. Отлично сказано, Усман. Полностью. Я как раз, когда готовил название к этому своему стриму, как раз я об этом и думал. Надежда Кремля. Надеждень, надежда Кремля. Я так, последняя, это будет правильно. Я придумал название Надеждень, надежда Кремля. Причем «Надежда Кремля» я вместе написал, но потом остановился вот на этом названии. «Надежд аут» под маской надеждоносца. Абсолютно так, да. В Европе самый низкий процент населения, ненавидящий коммунизм. Это России. Так, еще раз. В Европе самый низкий процент населения, ненавидящий коммунизм. Это Россия. Не совсем понял. Так, Надеждины будут записаны и репрессированы. Надеждиновцы, да, скорее всего. Знаете, они там рассказывают, что вот главный аргумент Надеждина за то, что 24 года он там, 25 лет Путину там прислуживал, это он забывает. И он говорит, что я единственный президент, говорит, к которому выстроились очереди, чтобы подать голоса, собрать вот эти голоса, подписи, чтобы он мог участвовать в выборах. И показывает какую-то там кучку людей, там, я не знаю, для чего они там стоят, может, реально стоят собрать подписи. Потому что Надеждин реально говорит о том, что он против войны, он хочет остановить эту войну. Причем эту войну он остановить хочет тоже очень закручено так, по-своему, по-русски, так сказать. И это единственный его козырь, которым он козыряет во всех своих эфирах, что он единственный, кому выстраивается очередь. Ну, так очень легко. Если 2 года украинцы будут убивать там по 150 тысяч каждый год, то через 2 года, если вы скажете, там, давайте там проголосуем, ну, кто самый ненавистный у них? Шамиль Басаев, например. Давайте проголосуем за Шамиля Басаева, который остановит эту войну. Конечно, все жены, матери, сестры, братья побегут. Конечно, людей взять в заложники и потом сказать, да, они бегут там. Конечно, людей убивают. Русские уже поняли, что их обманули, как со взрывами домов. В 99 году, когда произошло, долго доходила вот эта война до русских, да, и не знаю почему столько убитых, хотя в ВСУсах называют одни цифры, русские называют другие цифры, пропаганда очень долго работала, еще пропаганда эффективно, потому что
именно Путину, Патрушеву, вот этим террористам из ФСБ и ГРУ на протяжении четверти века сходило с рук все. И сейчас в голове у многих сидит, что все-таки прорвемся. Они уже поверили, что их Россияна непобедима, там, третье, десятое. Геноцид чеченцев, геноцид грузин, геноцид ингушей, геноцид там в Украине уже с 2014 года идет убийство украинцев только за то, что денацификация, это и есть фактически геноцид. То есть вашей национальной идентичности будут вас лишать. Это что это как неоткровенный геноцид? Самый настоящий. Значит, если ты украинец, мы тебя будем пытать, мы тебя будем убивать, там, ссылать, там, сажать и так далее, и так далее. Но самый настоящий геноцид. Поэтому вот эта геноцидальная политика фашистской России, она, конечно же, всегда имеет обратную сторону. Обратную сторону. Поэтому люди, возвращаясь, Асланбек, к твоему вопросу, твоему комментарию, что репрессированные надеждинцы, люди, которые поддержат надеждинца, ну, может быть, не все, но выявлены особо одиозные, особо активные будут и будут подвергнуты репрессиям, без сомнения. Репрессии в России уже идут, об этом просто не говорят. Адресно, тихо, точечно. Люди запуганы, люди боятся. И поэтому много чего не узнаем. Ну и затыкают деньгами. Затыкают деньгами. Так. Они решили на его фамилию, Надеждин, дорожку себе постелить в светлое будущее. Ну да, последний козырь такой. Надежда, прикинь, какое издевательство над россиянами. Это просто откровенное издевательство. Так, сказали, что Пуйло не признают в Европе с 24 года, а Надеждин еще и референдум провозгласил оккупированной территории. Он молодец какой. Ну так можно и в ФРГ, да, в ГДР провести референдум тогда. Они, кстати, готовятся у нас тут тоже бучу наводить. Покупать и продавать выборы не демократия, а какой-то восточный базар. Да. Но они не покупают, не продают, они у них уже все в кармане. Это их собственность. Асани за 30 с лишним лет труп с мавзолея не вынесли. Какая демократия, о чем мы? Абсолютно Т-800, абсолютно так. Это их бог. Понимаете, это их бог. Ленин их бог. Их людоедский бог. Надеждин это безнадега. Да, точно. Так, Путло будет сражаться до последнего русского, а его жена будет отдыхать на юге Франции, имея недвижимость там, как семья Ельцина в Австрии. Она отдыхает, да, во Франции? Ну да, вот так вот. Добро с кулаками, надо Патрушева попросить, он сможет все, если захочешь. Патрушева надо на мешки с гексогеном посадить. Или в мешки гексогеном засунуть вообще. Алейкум ассалам, Питер Вольф. Так, давайте почитаем комментарии в ТикТок, друзья. Салам алейкум, алейкум ассалам, аят, чаю, вельга, кельчу, мельвей, нагма, швой. Так. Да, ты прав, Аслан, они такие же имперцы. Да, совершенно верно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Америка помогала России против Ичкерии. Что на это скажешь? Война. Весь мир помогал, я скажу, против нас. Весь мир. Америка хотя бы не выдала ни одного. Та же самая Украина выдавала.
Так, 5-6 миллиардов. Так, ну, это ваша любимая тема, я смотрю. Сколько вы вопросов про Америку мне задаете. God bless America. Господи, благослови Америку, Дион. Это чтобы на всякий случай вы не забывали. Почему 5,6 миллиардов? 6,5 миллиардов было. Вы даже информацию не можете точную собрать. Что такое? А в Украине нового президента возмезденно надо. Возмезденно. Так, заходи к вопросу, пару вопросов тебе задам. Да дальше, смешной душу, да, пару вопросов. А хоть что адили, пару вопросов. Так, Американо, да. Ну, примерно, маба, точно, информация. Ты ж точно, да, ты ж вот забил мне этой информацией. Раскрыл он, тайну раскрыл, он узнал что-то. Забиваешь, ну хотя бы точно тогда давай информацию, а то как будто ты троечник какой-то. 6,5 миллиардов было, речь тогда шла. И Джохар Дудаев об этом говорил, и много что было. Но американцы говорили, что они деньги не на войну дают, а дают на то, чтобы там атомное оружие сохранить, чтобы голод в России не начался, пытаясь каким-то образом, чтобы Россия осталась. Потому что много у России было чего взять, и много было людей, которые смотрели в сторону Америки. И для Америки, для Соединенных Штатов, великих Соединенных Штатов Америки, очень важно, чтобы большая страна, которая была много лет ее врагом, не стала угрозой для него снова. Понимаешь? И за нас заступались. Плохо заступались. Согласен. Не как за Украину сейчас заступались. Согласен. Но заступались. И первую войну остановили благодаря американцам. А наши предатели, на самом верху которые находились, они сливали нашу победу. Русские усадились за стол на переговорах. Понимаешь? Поэтому это долгая, сложная история. Я критикую всех, кто не помогал нам. Но есть те, кто нам не помогал, а есть те, кто нас убивал. Это немножко две большие разницы, как говорится. Кстати говоря, нет такой нации, Хасан, я полностью с тобой согласен. Так, давайте дальше. Ассаламу алейкум, машалду, алейкум ассалам, дейли салам машал хуль. Россия уйдет в бытие, да, в небытие вообще уйдет, Хамзат. Боже, храни Америку. Амин. Опять нашлись американофобы. Да, республиканец. Алейкум салам, Адам Машволь. Асан, ты думаешь, когда война закончится, война в Украине, и какие последствия ждут Россию? Питер Оль, я, в принципе, я об этом уже много раз говорил в разных там интерпретациях, в разных вариациях. Но, знаешь, война, когда закончится, я не знаю, я надеюсь в этом году. А то, что сказал более года назад Джо Байден, что война на 5 лет. Вот я исхожу из этой цифры. Потому что уже ее повторяет не только Байден, ее повторил Тони Блэр, по-моему, да, сейчас который. Нет, другой который. Тоже бывший премьер-министр Великобритании, сейчас министр иностранных дел. Он сказал 3 года где-то. Наша Германия готовится через 3-5 лет вступить в войну с Россией, и так далее, и так далее. То, что урон, который сейчас нанесли фашистской России в Украине, он очень ощутим для фашистской России, и она будет долго зализывать раны, очень долго. Когда она закончится? 3-4 года осталось. Я надеюсь, что в этом году произойдет что-то и война закончится. Что ждет Россию? Вот этот вопрос, конечно, очень интересный.
что сделают русские? Сегодняшние либералы, которые заполонили просто информационное поле, они, да, вот возьмем американца какого-нибудь, которые смотрят вот на это русское информационное поле и видят симулякры. Он знает, что это симулякры, он понимает, что это симулякры, потому что других там быть не может. Но других нет. А ему нужно как-то взаимодействовать с фашистской Россией или поствоенной фашистской Россией. И он будет взаимодействовать с Ходорковскими, с Гудковыми, там, с какими-нибудь Пономаревыми, Мономаревыми, там, третьими, десятыми. Может, так это будет развиваться. И в таком случае, может быть, Россия сохранится в том виде, в котором она есть. Вот, которому, кроме Ичкерии. Это, ну, такой маловероятный сценарий. Скорее всего, Россия будет фрагментирована на несколько государств. Я полагаю, это будет Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Центральная Россия. Ну вот, может быть, 5 государств, 5 территориальных образований может появиться. То, что выйдет Ичкерия из состава фашистской России, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но опять же, если мы ничего не будем делать, и она не выйдет, если вообще ничего не делать, понимаете? Но так как у нас много кто что делает, сделал, и есть очень хорошие заготовки на все случаи жизни, есть люди, которые держат руку на пульсе постоянно. Поэтому то, что мы выйдем, я в этом, ну, на 101% уверен. Из оккупации и потребуем возмещения убытков и наказания виновных. После того, как мы станем независимыми, мы будем сами искать. Международный суд сперва признает их виновными, мы получим на руки ордер и будем исполнять решение суда. Ну, как-то так. Если мы будем неактивными, это если исходить из Ичкерии, не будем активными, будет раздор у нас, агентура будет у нас беспредельничать, тут, хозяйничать тут, то нас могут пристегнуть к Турции, к Азербайджану. Вот ситуация может. И мы снова, как второсортный народ, должны будем решать вопрос через империю. Международный мировой вопрос, который мы, заседая сами в НАТО, ООН, могли бы решать, если мы имели бы свою государственность, полностью все как положено. А снова мы будем через Азербайджан, через Турцию пытаться договариваться. Но меня это не устраивает. Я считаю, что наш человек, наш представитель должен быть ООН. Мы полноценная, полноправная нация, которая должна быть. Поэтому сейчас нужна наша активность для этого. Как-то я сумбурно ответил на твой вопрос. Но как-то так я это вижу. Так, давайте почитаем. Делер Саламаш. Вот так. Люди по салоне проживают в Биорице, где ошиваются и Фейкин. Как думаешь, случайно? Не знаю, Шамиль, я вообще об этом то первый раз слышу. Так, ва алейкум ассалам. Евгений, шалом тебе, друг дорогой. Так, надеюсь, будет распад России. С большей вероятностью это произойдет. С большей вероятностью. Как думаешь, Асан, запытанных в тюрьме убитых украинцев списывают на сбитый самолет? Враг номер 1 спрашивает. Враг номер 1, абсолютно правильно ты сформулировал свой вопрос. Абсолютно это точно так. Я убежден, что... Ну, там две версии вот, по поводу сбитого Ил-76. Либо на этом борту реально были украинские военнопленные, которых в качестве заложников русские взяли на борт, сообщили украинцам, что у них на борту есть военнопленные. Этих военнопленных они могли использовать как рабочую силу для загрузки ракет. Этот самолет Ил-76 вез ракеты, как говорят, откуда-то там, завозил России, с Ирана откуда-то помощь.
И их могли как рабочую силу использовать, чтобы они затащили эти ракеты, хотя 65 человек там необходимости нет. И тел нет на месте, по крайней мере на тех кадрах, которые мы видели упавшего самолета, там нет тел. 65 тел, плюс еще 3 сопровождающих, 3 члена экипажа, ну 71 человек, да, получается. Вот 71 человек, ну должны быть и фрагменты тела, и все остальное, много тел, но этого всего нет. Ну, по крайней мере, на этой видеосъемке. Может, их не было на борту. Это уже вторая версия. Это больше, она больше подходит, ну, она идентична с той, которую ты говоришь, враг номер один. Потому что реально жестокие пытки украинцы переживают, их убивают, и нужно как-то отчитаться. Известно, что они в плену и так далее. Сбили самолет, все, у нас сколько-то 65, все, давайте скажите, 65 были вот запытанных, убитых ими. Это вот были они на этом самолете. Вполне возможно, и вот такая вот версия. И моя первая мной озвученная версия по поводу того, что 65 человек использовались как рабочая сила, чтобы загружать там эти ракеты, и потом в качестве заложников, чтобы по ним украинские ПВО не стреляли, она немножко такая, мне кажется, не совсем она меня убеждает, но больше меня вот твоя версия, она меня больше склоняюсь к тому, чтобы считать, что да, они, видимо, запытали людей, потом их разорвут на клочья или поднимут на вертолете в небо и сбрасывают они. Они так делали в Чечне, они так избавлялись от трупа, увозили высоко в горы труп человека или живого человека, сбрасывали его с большой высоты, он разбивался, и остальное уже доделывали животные. Доедали, и, соответственно, труп пропадал, тело пропадало. Поэтому вполне возможно, вот, что твоя версия, она именно является верной в этом смысле, что запытанных сейчас они будут предъявлять, как те 65, которые они сбили, якобы украинцы сбили своих военнопленных. Ну, уже все, Россия просто нет. Ни одного из них нельзя отпускать. Они все должны понести строгое, суровое наказание. Строгое и суровое. Москва будет отдельная, пусть живут себе, никого не впускай, сами пусть никуда не едут. Да, забор, да, оградить их забором, да. Только содружество северных кавказских наций. И я согласен, албанец. Салам всем свободным людям, салам дорогой, салам это. Главное ходорковщину не верить. А есть кто верит. Молодец, торг вперед, султан, Машоваль. У Северного Кавказа после развала России судьба мутная. Придут шариатчики и опять начнется бойня за власть. Республиканец, не думаю. Во-первых, Турция будет нам засылать шариатчиков, и Россия будет засылать шариатчиков. Потому что они их финансируют, они их поддерживают, и вот там вот эта вся... Есть такая ситуация. Угроза, она имеет место. Но российские шариатчики, так называемые, которые все делают, не сами вот эти, которые низовой состав, а верхушка, которая контактирует со своими кураторами из России, она максимально деструктивна для чеченцев, для кавказцев в целом. Потому что России нужно всегда, чтобы мы были уставшие, выдохшиеся, с потерями, никак не формирующиеся общество в какую-то команду, чтобы вот у нас не было единства и единения. Вот в этом плане да. Россия в этом плане максимально нам вредит. Если же Россия, КГБ, террористическая банда ФСБ будет осуждена, а в этом я также уверен, почти на 100%, что это произойдет, то в таком случае те радикальные исламисты,
они не представляют угрозы, которых курирует Россия. Потому что если не будет верхушки, если не будет самого гнезда Лубянки, откуда они управляются, и ГРУ, то в таком случае не будет финансирования, не будет вот этих идеологов, которые ими управляют. И в этом смысле вот эта группа людей, она потихонечку, знаете, как расколдуется, потихоньку поймет, что она никому не нужна, и что то, что они делают, это, ну, вред самому себе. Поэтому я не вижу такой угрозы. Исламский радикализм это одно из оружий фашистской ФСБ. Одно из оружий. Одно из орудий. Поэтому, ну не знаю, подумаем, посмотрим, как быть, что будет, посмотрим. Салам, Галан, салам. У Северного Кавказа после развала России судьба вот так. Аслан, да, Надеждин это абсолютная пустышка. Лучше песню Пьехи послушать. Надежда мой компас земной. Там больше надежды содержания, чем Надеждине. Да, даже. Я был в Калининграде в 81 году, и в это время говорили местные, что через 50 лет это место уйдет от России. Все так и будет. Ну, дай бог, ну, это тогда 31 год получается. 31 год, сколько у нас? 24 сейчас, еще 7 лет осталось. Подождем, что там. Кто выживет, тот дождется, да. Так, а как ты думаешь, может определенные спецслужбы делать все, чтобы как можно больше выявить агентуру ФРФ, и как только это будет достаточно, все приведет к развалу ФРФ и преступников арестуют? Эд, ну, по идее, по грамотному, как говорится, да, по научному, то именно так спецслужбы и должны вести. Я просто всех их тонкостей, всех их дел не знаю, но по идее, имея огромный ресурс, имея огромные возможности, я бы именно так и поступал бы. Потому что это мне, да, к спеху, мне не втерпешь, чтобы как можно быстрее события начали развиваться в нужном направлении. Потому что самый ущемленный в правах до сих пор в этом мире народ — это чеченский народ. Поэтому, но если оставить мои пожелания и чеченцев пожелания, то именно так американцы должны поступить. И англичане, американцы, я думаю, именно так они и поступают. Поэтому еще раз гибнюкам, которые еще не оставили надежду, что у вас будет какая-то новое, у вас будет какое-то новое дворянство, вы там снова станете какими-то повелителями судеб и так далее. Все, друзья, закончилось. Стоп. Как говорят немцы, стоп. Стоп. Все, нету этого больше. Забудьте, поверьте, хоть я и вам враг, но поверьте, я это говорю, потому что я хочу избежать больших жертв. А тот, кто из вас отморожен и кто считает, что вы пойдете до конца, ну, пожалуйста. А так, в самом начале каждого ролика в стриме в YouTube у меня начинается ролик о ЦРУ. И там ЦРУшники вам, русским и россиянам, которые занимают хорошие посты, вы у меня можете посмотреть начало каждого стрима. Вы можете, ну, когда анонс, не всегда, когда вот готовится прямой эфир. Там есть координаты, и все русские высокопоставленные чиновники, россияне, не только русские, могут обратиться, они там объясняют в этом ролике, как это сделать безопасно, связаться с ЦРУ, и переходите, пожалуйста, будьте на стороне добра, переходите на сторону ЦРУ, друзья. Хватит уже заниматься ерундой, хватит. Поураганили. Пора и честь знать, как говорится. Хотя, откуда у КГБшников честь? Да? Ну да ладно, это им решать. Так. После года на голодном пайке в плену работник-грузчик получится совсем никакой. Ну да, Георгий, ну,
грузчик, конечно, в плане, что он физически крепкий, если брать вот этих, кого они говорят, там, пленные находились. Ну, особо там много чего и не нужно. С другой стороны, ну, не знаю. Ну как, просто задумайтесь. 65 человек, вот это моя первая, одна из этих двух версий, которая не моя, которая витает тут в облаках. Допустим, с ракетами посадили 65 украинцев. Они загрузили эти ракеты и полетели обратно. Представьте, если эти украинцы, они же военные, они же пленные, ну хотя я могу сказать, вас сейчас будут обменивать, и они в принципе не будут мотивированы. Но с другой стороны, если их, например, не везут к обмену, и 65 человек находится и всего лишь 3 охранника, то я думаю, может найтись человек, который покончит жизнь самоубийством и взорвет вот эти все ракеты там или еще что-нибудь. Ну это как мысли вслух, как говорится. Поэтому, ну, это она не основная. Скорее всего, вот как тут писал враг номер 1, скорее всего именно произошло, что сбили самолет. Была версия, что они взяли пленных и украинцам сообщили, мысль такая была, не версия, а мысль, что вот смотрите, они боялись, что их самолеты будут сбивать, которые везут эти ракеты, снаряды, там, что они там везли. И они могли сказать, давайте, ребят, короче, мы взяли ваших пленных и везем их. И таким образом шантажировать украинцев. Была такая мысль. И украинцы подумали, ага, вы нас будете таким образом шантажировать. Огонь. Не думаю, что украинские военные пошли бы на это. Ну, допустим, если такая версия. Показать русским, допустим, что вы нас шантажировать не сможете. И не смогут, на самом деле. Но она слабенькая по силу разных обстоятельств. Ну, как заложники, их могли вывозить для прикрытия. Смотреть, получится, не получится. Пропустят украинцы, не пропустят. Там. Допускаем такую мысль. Но, скорее всего, никого там не было на борту из военнопленных. И просто вот запытанные, убитые украинские военнопленные будут выданы уже как те, кого русские сбили. Ой, украинцы сбили. Алейкум ассалам, Вашане. Швеция вступает в НАТО, и у русских нет тогда шанса в Балтийском море. Сувалский коридор — это болотистые места, и поэтому у русских нет шанса. Поэтому Путлер летал в Калининград. Путло летало в Калининград, окей. Турецкие шариачки, они большие отуречиватели. Да, Жень, абсолютно так. Российские шариатчики, они обрусевают. Саудовские шариатчики, они осаудеивают, а эти отуречивают. Да. Да. Когда Путло летал, то в окно видел самолет НАТО. НАТО там всю радиолокацию перекрывает, когда Швеция войдет в НАТО. Дай бог. 40% населения Дагестана, Ингушетии, Чечни хотят шариат. Републикан. Давайте определимся. Ну, во-первых, откуда такие проценты, 40%. С другой стороны, я не могу судить за Дагестан и Ингушетию, я могу сказать за Ичкерию, за Чечению. Я тоже за шариат. Я мусульманин. И это нормально. Но мне нужно здесь расставить точки над словом, над термином шариат. Что вкладываются? Для каждого чеченец, каждый мусульманин по религии должен придерживаться норм права, посланных Богом. И международное право, которое зыждется на Божьих правилах, на Божьих законах, потому что до того, как появилось международное право, появилось
Божьи правила, Божьи законы. Поэтому, например, у нас есть адат, это называется. Адат по-чеченски. Адат. Например, шариат. Шариат. Это шир-адат. Старинный адат, значит. Если шир – старинный. Наши законы, наш адат, мы же мусульманами стали не когда сейчас нам Россия завезла литературу из Казани, Москвы, из Египта, там, Саудии, там помогали, а несколько веков назад мы стали мусульманами. И мы жили при своем адате. Это наш шариат. Вот я за то, чтобы не путать с арабским шариатом, я его называю, я для себя его идентифицирую как адат, и шариат это арабское что-то. Мы были мусульманами, мы есть мусульмане, и всегда мы придерживались нашего адата. И никогда у нас не возникало никаких проблем с восприятием нашего адата и реализацией его, с исполнением его норм. Никакая, абсолютно всему обществу это было приемлемо. Но если нам говорят, что вам нужно отрезать руки, ноги, там, бить палками, как там 1400 лет назад это было, этого у нас не было никогда. Вот наш адат, он нам никогда не говорил отрезать руки и ноги. Но мы все это время были мусульманами. И вот сегодняшние мусульмане, которые якобы они считают, что они во всем правы, там, и они познали истину и так далее, во-первых, хочется спросить, какое у них образование в этой области. Я могу сказать, что за сотни лет чеченцы имели огромное количество в теологическом смысле очень образованных людей, которые распространяли религию, которые прислушивались, которых узнали на всем Кавказе и там на Ближнем Востоке и так далее, и так далее. Поэтому надо разъяснять термины людям. Что такое терминология? Что значит шариат? Шариат это 4 жены и, я не знаю, верблюд у тебя во дворе. Но это не так. Борода и, я не знаю, что еще там полагается. Еще что, это тоже не так. Есть много вещей, которые Россия при помощи пропаганды, манипуляций, много терминов, которые она подменила. И мы должны в этом смысле просто разобраться с терминологией и понять, и все. Как сказал Джохар Дудаев, давайте порядок наводить в соответствии с исламом в душах, а в жизни в соответствии с нашей Конституцией, которая абсолютно приемлема для всех, для любого, кроме отмороженного радикала, она абсолютно приемлема, и там только самое позитивное есть, что может быть достигнуто на сегодняшний день человечеством в плане прав, свобод, и всего остального. И чеченцев это полностью устраивало. В 91 году устраивало, в 94-м, когда война широкомасштабная, там 4-я агрессия началась, устраивала и так далее. Потом, когда уже какие-то события пошли и оказались разные жизненные обстоятельства, которые вынудили так или иначе себя вести тех или иных наших руководителей. Вот, как-то так. Возможно ли, что чеченец был в Грозном и критиковал оттуда Россию? Андро, что значит критиковал? Россия плохая, ты можешь среди чеченцев сказать, Россия плохая. Если ты публично выходишь на митинги, выходишь там в эфиры и говоришь, это нет, это невозможно. За это быстро будут пресекаться. Фатишка Австрии, Истхель Халя. О, Мадикду, как раз я ждал, что вот как раз сейчас был такой же, как эта блогерша, есть другой блогер, тоже заходил ко мне, звал
меня прийти, Хасан Халитов, иди попросите эту Фатишку идти туда, как раз они там очень вместе хорошо пообщаются. Полный вперед туда бег. Но сейчас ислам пытаются радикализировать. Да, абсолютно так. И знаешь, у России это очень хорошо получается. Например, Россия все доводит до абсурда, а потом уже обвиняет вот в этом во всем своего оппонента и уже там применяет против него силу, провокации и так далее, и так далее. Россия радикализирует мусульман, Россия радикализирует националистов. Вот в Украине у них не прошел этот план, но изначально план был такой, что они доводят до абсурда, до крайних форм радикализации украинских патриотов, которых обвиняют уже в самом начале, вы помните, как они их начали. Также и с чеченцами было. Были чеченцы, были группы лиц, которые подчинялись, контролировались, управлялись фашистской Россией, их спецслужбами. И из них Россия делала врага. Вот своих людей, которых она использовала, она делала их врагами. Это братья Ямадаевы. Но Ямадаевы против ваххабистов были. Нет. Это уже другая чуть-чуть система. Но были свои вот эти ваххабисты, которые под видом вот этих ваххабистов остальных чеченцев подтягивали, мусульмане, там все такое. Ну, всех можно же назвать уже ваххабистом, там, радикалом, исламистом и так далее. Точно так же можно было в Украине. Любого украинца, который говорит на украинском, который бьет себя в грудь и говорит, что он патриот своей страны, а все, фашист, нацист. Ну как же, он же там рядом с каким-нибудь там украинским, своим российским агентом, националистом якобы, рядом стоял, там фоткался, там поддерживал и так далее, и так далее. Это был план. Как в Чечне, только в Чечне это, это была религия, а здесь это был национальный вопрос. Ну, националистический вопрос. И вот у них из этого ничего не получилось. Ничего не получилось. Ва алейкум ассалам, шавига машволь. Жили машловоль, что чумел дуаш. Так. Война это деньги. Да, Артур, война это деньги. Так, ассам, Башир, варха номер. Башир, мино, Башир, сум, цавойзон. Ну, цавойз, альча, ойш, маши, Башир, шамхирбусон. Амилу Ицаак. Так. Why you have American flag? Вот варум. Вот тебе и варум. Салам, брат, ичкер, салам, галан. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Адат это традиция. Нет. Нет, конечно. Адат это не традиция. Это обман, что это традиция. Это наш закон, который основывается в том числе на исламе. Основы образованных, к сожалению, таких как вы, в меньшинстве, к моему сожалению. Эльдар, мир двигает малая группа убежденных людей. Не волнуйтесь, все отлично. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Тимур. Рашка всегда будет парашка, горбатого могила также не исправляет. Рашки, все. Так. Америки ашу. ВАЦ, Германия ашу. Я помню, 90 чеченцы массово лечились у нас в Баку. Ельцин не раз угрожал нашим из-за этого. Да, чеченцы лечились, это правда. ВАЦ, Борс, Америки ашу. ВАЦ, Германия ашу. А сам все будет Ичкерия, да, мула, Россия страна рабов, и она же станет на колени. Слава Украине, героям слава. Да, Адам, совершенно верно. Россия страна рабов.
Асан, скажи в эфире агентуре, вас ждут в Пентагоне, и вам гарантирована защита свидетелей. Обратите внимание, как засуетился преступник-убийца Луговой. Эд, я это, кстати говоря, во-первых, видел, как Луговой выступал. Просто, он кипел просто. А во-вторых, да, напоминаю еще раз, обращайтесь в Пентагон. Вас там ждут в ЦРУ, в Пентагон, это военная разведка, это военное ведомство, Министерство Соединенных Штатов Америки, Пентагон. Это касается ГРУшников, которые здесь в Европе осели, потому что ФСБшники, они так поверху летают, а в расход пускают ГРУшников. Еще Джохар Дудаев говорил, что в конце 80-х годов уже армия полностью перешла под контроль КГБ, и уже все, она не являлась уже сдерживающим фактором против вот этой КГБшного учреждения. Поэтому напоминаю вам, друзья, еще раз, буду каждый раз вам напоминать, передайте, пожалуйста, тем, обязательно вы меня смотрите, и своим коллегам передайте, что вас ждут в ЦРУ и в Пентагоне. Вам гарантирована защита свидетелей, и вы будете 100% живы, и получите другие документы, и будете переправлены в другое место. Через 3, максимум 5 лет вас даже преследовать не будут. С учетом сегодняшних сложившихся обстоятельств, вас и так не будут сильно преследовать. Потому что сейчас все силы бросать на вас нет ни у кого. Ни сил, ни возможности. А потом уже и даже и преследовать не будут. Даже все. Вы станете даже, может быть, героем. Героем. Хотя слабоватые из вас герои получатся. Но все же, да. Поэтому так что, друзья, советую всем срочно в ЦРУ и в Пентагон, да. Так. Я сомневаюсь, что мировое сообщество хочет развала России, к сожалению. Да, разные есть, Питер Вольф, разные есть силы, и есть силы, которые не хотят, да, это так. Так, отец чечен спрашивает у сына, что там пишут про нас русские? Ругают, отвечает сын. Значит, мы еще чеченцы, успокоился отец. Так что пока вас ругают русские, украинцы, значит, у вас все хорошо. Да. Есть в Турции люди, против которых ввели преследование. Идет уголовное дело по ним. Но тем не менее, открытую РФ не критикуют. Основа Израиль 90% и оставшееся время Рашка. Так, уголовное дело по ним, но тем не менее, открытую РФ не критикуют. Основа Израиля. Так. Асан, не видел стрим на YouTube с Химром про зоне там творится? Нет, не видел, Шамиль, не видел. Единственное, когда я думаю о себе вещаю, но тоже не думаю как араб. Так. Асан, так. Есть разные версии, кто был на самолете, от дипломатов до инструкторов беспилотников. Ну, я не слышал эту версию, Усман, но, может быть, были и другие. Но тел много, по крайней мере, на той видеосъемке тел не было. Только обломки самолета я видел, а значит, они могли, конечно, основная часть где-то в другом месте развалиться, снимают только в этом, мы не все могли увидеть. Но не знаю. Я встретил какого-то человека в чат, который сказал мне, что он чечен, живет в Чечне, потом обругал и опустил Россию конкретно. Андро, но это чеченец, извини. Даже если он находится под страхом смерти, он все равно что-нибудь да выкинет. Но ты грузин, и он тебе доверился, поэтому не выдавай его. Я ему не завидую, если о его критики узнают. Так, насколько я знаю, шариат это есть закон, который основывается на Коране и Сунне. Это такие общепринятые слова на Коране и Сунне и так далее, это уходит. Что такое Сунна? Что входит в Сунну? Да, какие хадисы входят
сунну, какие действия, которые совершал пророк, входят вот в этот шариат, потому что есть хадисы достоверные, недостоверные. Но это такая сложная, многогранная тема, которую просто так не обсудишь. Но мы, как мусульмане, верим в пророка Мухаммада, верим, что он был праведным человеком, посланником Божьим, и то, что он делал, на самом деле то, что он делал. Не то, что нам потом через века какие-то там фантазеры придумали, что это так было, сяк было. Что вот, ну а как нам сейчас узнать, что он непосредственно делал? Поэтому такая сложная, многогранная тема, которую должны решать люди из этой области. Для души должна быть религия. Ведь мы, когда умираем, мы не забираем с собой государство. Мы просто умираем, и наша душа предстанет перед Богом. И вот мы, да что мы скажем Богу? Грехи, злодеяния, там, хорошее что-то в этой жизни. Это для души, для нашей следующей жизни. В этой жизни есть определенные вещи, которые мы должны наводить порядок, как сказал Джохар Дудаев, в соответствии с Конституцией в жизни. А молиться Богу, ну, как кто хочет, так и молится. Кто-то вообще не молится, кто-то там корове молится, кто-то там камню молится. Ну, это их выбор. Так, Кавказ милиция. Так, помоги мне, пожалуйста, меня хотят депортировать. Чарто 85. Напиши мне завтра на мой WhatsApp, в TikTok, первое видео из закрепленных. Есть мой номер, я там говорю свой рабочий номер. Звони, пиши. Чем смогу, помогу. Чем смогу, помогу. Да, мула. Так. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Не, ничего особого, Хуга Босс. Сегодня было... Так. Адат, закон, лемост, традиция. Лемост, традиция. СЦ Машвойла. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ичкери. Машвойль. Так, ничего, ичкери. Босс Хуга, адат свод правил самый справедливый, почти как шариат. Так это и есть то же самое, понимаешь? Что шариат у арабов, а у нас адат. И все. И также основан на справедливости, на исламе и так далее, и так далее. Я ичкерит, я за Израиль и Украину, говорит Шатоевский. Так. Мне кажется, Аслан стал быстрее говорить, или мне кажется. Хорошо, буду говорить медленнее. Я тебя понял. Очередная провокация с видео кадыровцев на блокпосту. Арестович просил заставить этих кадыровцев извиниться. Такое впечатление, что хорошие русские и часть украинцев молятся о войне в Чечне. Низко. СЦ, абсолютно так. Есть один из сценариев, который хохлы в виде подалека Геращенко, Золкина туда приплюсуем, Буданова и Арестовича. Вот эти, по крайней мере, 5, которые уже замечены, которые хотят вину с русских переложить на чеченцев и отвлечь внимание на чечен. Причем чеченцы сражаются за них и гибнут.
за них. И они вот такую свинью нам подкладывают. А что это как не спасение русских? Да, может быть, они против русских, но они против чеченцев больше, чем против русских. Да, это так. Они пытаются, и эта тема, она педалируется, она продолжается, она раскручивается, и постоянно нам пытаются какие-то там хохлы, которые ненавидят Украину, хотят стравить, спасти русских и вот направить нас в этом направлении. У меня состоялся тогда диалог с Золкиным, Золкиным. И появилась ситуация, что Ходорковский как раз поднял эту тему, что вот чеченцы, оказывается, русских бедных гоняют и заставляют идти воевать. И представьте, когда Путин собрался вот в этом своем кремлевском зале, там собрал вот этих Нарышкиных, там Патрушевых, всех остальных, когда он собрал, ни одного там чеченца не было. Даже кадыровца. Даже Кадырова там не было. Понятно? Россия завоевывает территорию Украины уже на протяжении 4 веков. Чеченцы к этому никакого отношения не имеют. И вот эти мерзавцы и подонки нам рассказывают, что это чеченцы, оказывается, гоняют русских там на войну. Если бы не кадыровцы, они не называют их кадыровцами, чеченцами называют. Потому что если их называть кадыровцами, то в таком случае нужно будет договариваться с нормальными чеченцами против кадыровцев. А они начинают всех чеченцев замазывать, чтобы потом завтра начать мочить их и сказать, а какая разница, как мне Золкин сказал, я что, на сорта их делить буду? Фашист Золкин не делит чеченцев на... Это чистый фашизм. Это чистое, самое настоящее просто свинство. По-другому это никак не назовешь. И вот это именно те люди, которых русские называют хохлами. И я их точно так же и буду называть. Хотя это не приветствуется ни в Ютубе, нигде, и за это можно бан получить. Поэтому как-то так. После сбитых русских самолетов многие генералы хотят слить все ЦРУ. Правильно делают. В Турции, воевавшие в Украине, будут арестованы. Так, я думаю, всем в мире надоело спасать дикую обезьян с гранатами, фашистскую Российскую Федерацию. Поэтому я думаю, вопрос решен. Да, Алмула, это да, Алмула. Арестович такой же, как и Золкин, хороший рус. Да, именно так. Войну в Чечении сейчас хотят все, кроме чеченцев. И Запад, и хорошие русские, и некоторые наши соседи. Все хотят порешать свои проблемы во время этой большой игры. Да, и нам должно хватить ума, мудрости и способности не дать себя больше использовать. Хватит. Деклоуздин. Дальше мы просто не выживем. Просто мы можем закончиться. Фактически мы и так стоим на грани исчезновения как нации. Да, станем какими-нибудь казаками. Там, чечено-казаки станем какие-нибудь. Да? Прежде чем построить шариат, надо перестать быть рабами и стремиться к образованию и научиться, как это ни странно, у европейцев. Это не странно, у европейцев много чему есть поучиться. Западная цивилизация – это просто кладезь знаний, всех человеческих знаний, они сосредоточены вот в западной цивилизации. Они хотят сделать из чеченцев виноватыми в их бедах и войнах. Да, именно так, Републикан. Очень интересно, но ничего не понятно, о чем говорил Золкин. Ну, Константино, вам нужно посмотреть мои другие видео в разделе видео. Асан, не сомневайся, если у Кремля будет возможность выставить чеченца как виновника этой войны, он ее использует. Еще меньше сомнений в том, что народ РФ радостно схавает это. Да, совершенно верно, это абсолютно. Это их излюбленный метод. Излюбленный метод. Так, давайте здесь опять нам зашли.
Так, Америка, так. Слава Украине, героям слава. Так, я вот этих антиамериканцев у вас, давайте туда дать. В баню вас, в баню. Хочу эрвел ваш мовец. Вец нормант. Вец. Шур эрцол, что ашулса. Даже балуюча подкопёрки, гор юрам подкоп замовуется. Два штацари. Если вы стали чечен, почему не стать казаками? В смысле, мы родились чеченцами. Дружок, да. Мюшсан цоош, вы оушен сит и кид духой. Уж мюшги лейю войнах, китама дат. Тунделю сит и киче, шош мюшги лейю. Так, это угити вайбани. Ахрин дома дат. Так. В прямом эфире сижу, 1,5 часа. Каждую неделю, вот неделю-две у меня были перебои. Всегда на связи, телефон мой. Зачем мне заходить сюда писать? Позвоните мне, назначьте встречу, и давайте сразимся на любых ваших условиях. Почему вы постоянно сюда заходите, пишете мне? Интересный вы вообще народ, да. Подхолопные, одно слово. Так, давайте. Например, права человека — это и есть изобретение западных европейцев. Да, в определенной степени сформулировали и положили на бумагу именно, да, западная цивилизация. Да, конечно, сам испугался за него. Даже я умолял его, что он не сказал мне его, что он не сказал... чтобы он не сказал, храбрый человек, респект. Да, Андро, у нас много таких. Просто, знаешь, уже осточертело все уже просто. Осточертело. Так. Юнис до мюжги лею. Чойк просто мюжги. Ну да ладно. Дух верующим. Золкин изначально искал слабое звено в диалоге, не найдя его, перешел на провокации. Да, Золкин вел себя как мент. Перепрыгивал с темы на тему, уводил разговор, там, закидывал там, отвлеченными темами и сбивал. Вроде сам сказал мне, давай выйди на связь, там что-то разобраться хотел, выяснить. И в итоге даже не слушал мою аргументацию. Если человек, например, хочет что-то выяснить, и я говорю, ну ты русские нарративы используешь, российские нарративы против чеченцев используешь. Любой человек бы должен был задуматься, понять, ну он разобраться хочет в этом вопросе. Нет, вообще абсолютно. Он понимал, что он делает, просто ему нужно было гасить. Луганские, донецкие русские и те, кто перешел на сторону России, они оболванены пропагандой. А то, что постгеноцидных чеченцев 20-30 лет весь мир просто предал и оставил один на один с этими людоедами, где эта пропаганда взрастила там эти 20 лет, молодежь, которой другой работы нет, они идут, не как лугандонцы, идут там спасать там против ненавистных украинцев, там сражаться, быть с Россией, пенсию от России, там туда-сюда, которых никто не геноцидил, ну, имеется в виду русские. А тут геноцид, пропаганда просто использовали и отправляют. И это как бы его это устраивает, что. А чеченцы враги, а Луганска, Донецка, это Крыма, это они заблудшие, они ошиблись. Там у них было. Это предатели. И кадыровцы предатели, и эти предатели. В соответствии с международным правом для Украины кадыровец меньше представляет угрозу, чем свой вчерашний украинец, который перешел на сторону врага. У этого в кармане лежит украинский паспорт.
Он знает украинский менталитет, он знает Украину, он много что может знать. Он представляет большую угрозу для Украины, чем любой кадыровец, бурят и так далее. Но почему-то хохлу Золкину, фашисту Золкину, самому настоящему фашисту, и ему, и его с ним есть один такой же чувачок. И вот когда мы поговорили с Золкиным, у Ходорковского вышел, у других вышел, потом Гордону пригласили Золкина. Вот эта вся КГБшная банда, как и Гордон, и Мордон, они все объединяются, как только на них. Они-то представляют, что я там, от меня Америка туда закидывает, я там действую по закону, по команде Америки. Абсолютно не так. Абсолютно. Максимум, что воздействуют американцы или израильтяне, это напишут вот здесь комментарии мне в YouTube, и я их зачитаю. Ну, впрочем, это делают и чеченцы, и все остальные, и русские в том числе. Как-то так, да. Зуб даю, что для Золкина намного ближе и роднее эти русские пленные, чем те чеченцы, которые воюют за Украину. 100%, Хамзат, 1000000%. Золкин. Так, Золкин вредит своим интервью с пленными, выставляя русских безобидными, якобы не понимающими людьми. Да, там вот его вот эти все ролики нужно просто пересмотреть. Я несколько их посмотрел тогда. И знаете, такое ощущение, другая правда. Вот он как бы на одной стороне правда, а есть другая правда. Вот он хочет эту другую правду показать. Да, он где-то там, но прикиньте, он в плену этот русский. И все равно он стоит на своих принципах. Это отморозок. Это просто фашист самый настоящий. Он обманным путем пришел на чужую территорию и убивает людей. И это нисколько не раздражает Золкин. Он пришел убивать его сограждан, это нисколько не раздражает Золкин. А то, что я ему говорю, это, видите ли, ему не нравится, и это его очень оскорбило. Ну да ладно, пошел. Пошел он, прям. Amerika mass million året av alla det Ostbüches, det mass million och så statistik visste jag så syg mahotas mass million vina så några حاجة почётные ordom сам халоти Свободный Кавказ, да, совершенно верно. Ассаламу алейкум, как вы относитесь к Надеждину? Сегодняшний мой стрим называется «Надежда аут», «Надежда аут» под маской надеждоносца. Я отношусь к фашисту Надеждину, империалисту, так же, как я отношусь к Путину. Вот и все. Ну, может быть, чуть-чуть получше я, чем к Путину к нему отношусь. Чуть-чуть, но хорошего, как говорится... Хороший Макинтош. Я думаю, что Золкин и его другу Дмитрий озолотились на военноплену. Я думаю, да. Золкин мне уже начал... Мне самое интересное, потом я вспоминал наш разговор, может, кто передаст Золкину. Мне удивляло его слова, говорит, а чем ты помогаешь там добровольцам, которые воюют в Украине? Человек, который разъел репу, которая не помещается в телефон экрана, камеру телефона, мне, человеку, который с 15 года стоит на страже интересов Украины, открыто уже оставив все, выехал сюда. Мне, человек, который поддерживал там Шария, Мария, там занимался своими какими-то делами, которому в 2014-2015 году было не до Украины, не до свободы, мне он говорит, а чем вы помогаете? Человек, которого Америка просто заваливает деньгами, оружием и так далее, такой сидит, чисто по-русски, извините, короче, по-свински просто сидит. А чем ты помогаешь? Золкин, ты мне должен помочь, понимаешь? Правда, не ты хохол, тебе плевать на Украину, ты за русских. Нормально, мне нужно помогать, понимаешь, то, что я делаю, какая-то помощь. Но я только плохое слышу в последнее время от украинских властей, части властей, от некоторых представителей, скажем так. Зеленского, я про Зеленского прошелся. Хочу сказать, что по Зеленскому проходиться я
хоть и это вырывается, и Зеленский мог бы много что сделать, изменить в этом плане, и Зеленский сам ничего не делает, не произнося слово Чечня, Ичкерия, чеченцы и так далее. Могу сказать, что Зеленский, как неопытный политик, который абсолютно не будучи искушенным в этих политических делах вошел туда, и который многим рискует, и это самое главное, выбор украинского народа из уважения к этому и уважения к тому, что Зеленский слишком большая на нем ответственность, я его критиковать постараюсь не критиковать больше. Потому что, что ни говори, нужно быть объективным. Нужно все равно, хоть и Золкин является представителем этой власти, Подоляк его курирует, Ермак его курирует и так далее, но Зеленский на это мог бы повлиять. И все же я Зеленского вывожу за скобки, так как это выбор народа Украины, и я понимаю, что этот человек, на нем большая, огромнейшая ответственность. Не на Золкинах, не на Подоляках, там и разные другой шушеры, а на именно Владимире Зеленском. Поэтому Зеленского я буду выводить за скобки и оставлю его свободным от своей критики. Можно смотреть реплей твоих стримов? Да, TH. В YouTube у меня сейчас идет прямая трансляция, и ведется вот все наши стримы, которые идут в TikTok, они сохраняются в YouTube на канале Reality-HRCI, Human Rights Center Ичкерия, HRCI. Заходите, смотрите, все видео, все имеется, пожалуйста. Дубис Монс, да, я такой, Деон. Искандер, да, такой. Да, я из Масайнахер. Ты с Катарюста? Да, я с Катарюста. Алло, Волокалё. Так. Золкин, друг Шари, и этим все сказано. Да, да, да. Так. Россия оккупировала Чечению, кричит Ахмад Силас. Да, особенно когда русские пишут, я Кадырову все расскажу. Так смешно за ними наблюдать. Неужели у вас ни одного русского богатыря не нашлось, чтобы на 1,5-метрового вот этого колобка им пугать? Так, валейкум ассалам. Да, значит, юж воду это. Надо критиковать так, как выбор народа, поэтому надо хоть команду сделать нормально, а не дружки с квартала 95. Нужно, наверное, Асланбек, я пока возьму мораторий на критику именно Зеленского, потому что это президент, это все-таки воюющая страна, и пока его не обвинили в измене Родины, даже если он вредит чеченцев, я буду пытаться избегать его. Даже вредит, если не то, что не помогает. Украина на весь мир ходит, просит помощи. Мы тут стоим на страже Европы, на страже цивилизованного мира. Дайте денег, дайте оружие, дайте то, дайте все. А когда им просят, вы нам тоже помогите. Мы же тоже стояли на страже Украины. 20 лет. Откуда Зеленский и Залужный взялись? Они бы россиянами уже давно выросли бы. Еще со школы бы сделали бы россиянами. Если бы чеченцы 25 лет, 30 лет не сражались бы за свою свободу. Да ладно там. Так не надо. Если вы хотите к вам, чтобы хорошо относились, чтобы вам помогали деньги, оружие, политическая, информационная поддержка, будьте любезны. Это должно быть одинаково ко всем. Мы тоже такая же нация и также хотим жить на своей земле, свободно развиваться, двигаться в сторону Запада, Европы. Как-то так, да. Золкин и пленные русские сделаны из одного теста. Точно. В армии России и Кавказ строят русский вариант, пишет Дагестан 05, Чечня, Россия и так далее. Да.
Aslan çiri ve matskirdu. Çiri suncaha o savaş sayış луки ваш матскирду suncaha. Aslan одно точно скажу, дог айжуатсо. Искандер. Данкишон, да, Искандер, данкишон, да. Так. Так. Внутри России и даже внутри Грузии живет Россия в лице таких людей, как Золкин, Гордон и другие. Они всегда договорятся между собой за нас счет, к сожалению. Да? А так видно, что Зеленского чеченцы воспитали. О чем, Константин? Почему видно? Что тут видно? Если бы чеченцы воспитали, он первым признал бы Ичкерию. Верховная Рада признала, его, кстати говоря, там основная партия в этой Верховной Раде, это тоже нужно иметь в виду, Слуга народа. Они же, Верховная Рада нас признала. Значит, как-то так. Ну, посмотрим. Друзья, ну сколько мы уже? Почти 1,5 часа в эфире. Пора закругляться, да. Давно не проводил стрим. Так, завтра у нас суббота. Стрим у нас будет... стрима не будет завтра. Будет платформа открытого диалога на чеченском языке. Мы сможем пообщаться с Агьядом Идиговым. Прошлый стрим во вторник, который на русском языке, очень мне понравился. Особенно, когда вначале Агьяд там рассказывал вот эти интересные вещи, и он как будто заведенный начал такие вещи выдавать, такие проникновенные, с сердца прямо, что было очень интересно. Завтра мы будем на чеченском языке общаться, во вторник платформа открытого диалога. Я просто не вывожу в YouTube, потому что компьютер не тянет, какие-то постоянно проблемы бывают, если ты там выводишь этот Telegram в YouTube или какую-нибудь другую программу. Надо, наверное, обзавестись новым компьютером. Наверное, скоро его тоже приобрету. Как зарплату получу, да. А пока надо работать, да. Друзья, я на этом тогда свой стрим закончу. Давайте после комментария сам, почему РФ телевидение, когда говорят о Дудаеве, они говорят о режиме Дудаева, как будто он диктатор. Ну, потому что это русские террористы. Они всегда-то, они даже на Зеленского говорят, что диктатор. Дудаев-то хоть военный был, хоть там имел вот эти такие предрасположенность к диктаторству. Ну, как военный. Не как там Джагар Дудаев был абсолютно не диктаторского склада ума. Но Зеленский точно не диктатор, они его тоже называют режимом. Этот режим, нацистский режим в Украине. Так, может он из-за того, что он извинился, так, это что? По поводу этого. Ну ладно. В Германии уже некоторые русские кричат «Слава Украине», лишь бы их отсюда не выгнали. Молодцы русские. На самом деле, Асланбек, если бы этих русских оставить в покое, вот эта русская пропаганда, они смотрят на русском языке эту пропаганду, если бы ее, она еще им роднее, мы-то понимаем, что она вражеская, там, у нас какой-то хоть предохранитель стоит. А они вообще воспринимают ее как свою, как заботящуюся о них. На самом деле, многие русские, здесь были, ну не русские, но с Украины был человек, который носил майку Путина. И ну, его сын носил майку Путина. Я говорю, ты что, уважаешь Путина? Да, что? А вы что, Кадырова не уважаете, что ли? Кадырова-то все чеченцы Кадырова уважают. Я ему говорю, нет, дорогой, это не так. Теперь этот человек абсолютно все понял, абсолютно на нашей стороне, то есть на стороне света, и активно ведет свою деятельность на благо нас всех. Поэтому, если бы оставить русских в Германии без этой пропаганды, отключить это российское телевидение, и все, и нормальное телевидение дать, некоторые же не говорят, но много живут и не знают, не умеют говорить по-немецки, они смотрят русское телевидение. И вот в этом смысле нужна альтернатива, а ее нет.
Нет, есть Deutsche Welle, там 3-10, но они как бы чужие для них. Как бы это же немецкая, а тут русская, вот она правду скажет. Ну, русский ум так думает. А на самом деле их манипулируют ими и ими управляют благодаря вот этой своей пропаганде. Ва алейкум ассалам, Хамзат, шун мас дерез масана хуль, шун масана дерез хуль, дал тихай берт кивал, шадик дик душун, қидик қирдоша душун, дал мула. Шадик ичкери хирду, все будет ичкери, слава Украине, God bless America. Адикюэль маш оль, бюстей галюэль. Дал мула ичкери навсегда, все будет ичкери.